Вопрос, волнующий каждого выпускника. Как найти работу по специальности или для начала хотя бы просто трудоустроиться? Задача максимум – построить успешную карьеру. Эти и другие актуальные для завтрашних выпускников высших и средних специальных учебных заведений темы обсудили в рамках круглого стола, организованного региональным центром содействия трудоустройства выпускников. Впервые в стенах Ингушского государственного университета прошло мероприятие «День карьеры». Среди приглашенных гостей – выпускники университета, добившиеся успехов в сфере государственного и муниципального управления, средствах массовой информации, бизнеса и общественной деятельности. Каждый из участников мероприятия рассказал студентам о непростом пути в построении карьеры. Людям надо искать, находить работу сейчас. Тем, кто выпускники, тем, кто раньше выпустился, но не имеет работу. На мой взгляд, очень важное направление – это развитие частной инициативы. На сегодняшний день в регионе существует проблема безработицы. В поисках работы находятся не только люди без высшего образования, но и специалисты со степенями бакалавра и даже магистра. В сложившейся ситуации подобная встреча имеет огромное значение для тех, кто ищет работу. Наш центр работает для того, чтобы наши молодые будущие специалисты могли найти себе работу и адаптироваться на рынке труда. В связи с этим данное мероприятие было организовано для того, чтобы наши студенты увидели, можно сказать, хорошие результаты наших выпускников, которые закончили вуз и построили свою карьеру. Помимо докладов о специфике работы в той или иной сфере, гости ответили на ряд актуальных для молодых специалистов вопросов. В частности, студентов интересовала тема выбора профессий. По мнению экспертов, именно первый трудовой опыт задает тон будущей карьере. Немало прозвучало вопросов, связанных с выбором между работой по специальности и работой по призванию. Мне кажется, что это хорошая возможность для того, чтобы набраться опыта. Это раз. И два, познакомиться с новыми людьми, выслушать их, ознакомиться с их историей, как они начинали. И, в принципе, это дает веру и надежду студенту на данный период, если он является студентом, что он все-таки может после окончания университета пойти работать в госучреждении, если у него, конечно, есть на это желание, и он целеустремленно готов к этому. Одним из выступающих был помощник руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Ингушетии Рамазан Евлоев. Он рассказал о тесном сотрудничестве их организации с учебным заведением. Мы действительно заключили соглашение с Государственным университетом Республики Ингушетия о прохождении стажировки студентов в нашем управлении и в дальнейшем трудоустройство этих студентов, которые у нас прошли стажировку. В настоящий момент студенты, которые у нас проходили стажировку, 6 студентов уже устроены на работу. И последние 2 студента, которые у нас проходили на стажировку, сейчас решается вопрос о трудоустройстве. В ближайшее время, я думаю, будет решен этот вопрос. Завершилось мероприятие вручением почетным гостям ведомственных наград Ингушского государственного университета. Хаджимурат Плиев, Тимур Карахоев, Наиб Цучоев, Вести Ингушетия.